Тем временем Республиканский реабилитационный центр начал оказывать комплексную реабилитационную программу перенесшим коронавирус. Подробнее о программе лечения и о том, как получить направление на реабилитацию, узнавала Марфирина Алексеева. Помощь нужна не только тем, кто в данный момент борется с вирусом. Ковид нередко наносит серьезный удар по здоровью и даже после легкой формы. Отдышка, слабость, головокружение – самые распространенные осложнения и далеко не все. Анна Петровна перенесла ковид в феврале этого года. Лечение длилось больше месяца. Не вакцинировалась, а заболела как грипп у меня было. А потом что-то температура и скорую вызвали, скорая приехала, увезли в КТ, а там уже у меня было 34 и 24. И сразу в больницу положили. Спустя больше полугода полностью оправиться пока не получилось. Обострились хронические заболевания, стали беспокоить новые недуги. Остались и одышка, и слабость. И такие последствия у большинства переболевших. У меня глаза левые вообще не стала смотреть. Ноги болели, суставы, руки. Я уже 3 дня хожу уже, мне уже легче. Реабилитационную программу лечения каждому пациенту подбирают индивидуально, учитывая степень тяжести перенесенного заболевания и нанесенный урон организму. Дышать полной грудью – первое, чему приходится учиться заново. При болезни коронавирусом очень сильно страдает в первую очередь дыхательная система, поэтому дыхательная гимнастика проводится всем пациентам. Каждый пациент после перенесенного заболевания просто обязан заниматься дыхательной гимнастикой, чтобы восстановить легкие. Дыхательные упражнения бывают с положения сидя, стоя. Можно лежа на животе, можно лежа на спине. И пока наши пациенты здесь находятся, мы обучаем, чтобы они продолжили в домашних условиях. Помимо отдышки, быстрой утомляемости, те, кто перенес ковид, сталкиваются еще и с тем, что обычные физнагрузки даются очень тяжело. Поэтому следующей обязательной процедурой является курс массажа. Пациенту массаж назначена спина. Делается после болезни COVID-19. В основном это делается для вибрационного массажа, чтобы отхаркивало все это, слизь выходила из организма, из легких. А вот с этого кабинета, со слов пациентов, они выходят будто облегченные. Чтобы устранить застои и отеки в теле, проводят различные физиолазерные, магнитные и прессовые терапии. Процедуры назначают всем пациентам 10 дней по 15 минут. Сейчас мы подробнее узнаем о его пользе. Это прессотерапия. После ковидной обычно плохо работает кровообращение. И вот это очень помогает для кровообращения. Получается, такая прессотерапия проводится не только на ногах, но и по всему телу, да? У нас проводится и на руках, и на ногах, и поясница тоже есть. Ощущение нормально, хорошее. Облегчение я чувствую. Боли проходит. Реабилитационная программа рассчитана на 10 дней. В общем, центр примет 50 пациентов. На сегодняшний день лечение проходит 10 граждан. Направление берется от участкового врача. Обязательное требование ПЦР, отрицательный результат на COVID-19, вакцинация, если человек переболел уже 6 месяцев тому назад. А если свежий случай, тогда смотрим анализы ИФА. После прохождения курса реабилитации по каждому пациенту составляется отчет, в котором подробно описаны показатели состояния здоровья до обращения в центр и после прохождения курса лечения. Безусловно, такие центры нужны и побольше, ведь тем, кто перенес ковид, сейчас нужно особенно внимательно следить за своим здоровьем. Любое, даже малейшее изменение в самочувствии – повод обратиться к врачу. Марфирина Алексеева, Семен Семенов, Якутск.